Для жителей Малгобекского района сход граждан – это в первую очередь возможность высказаться представителям власти о насущных проблемах. Поэтому к таким встречам здесь относятся очень ответственно. Вот и сегодня полный зал. Мака Котикова не пропускает ни один сход. У нее накопилось сразу несколько вопросов к местным властям, на которые она надеется получить ответы. Я пришла спросить у мэрии города и представителей нашей администрации насчет жилья, где я проживаю. Это двухшишовские дома, двухэтажные, старого производства. Хотелось бы узнать, будет ли строительство или же остановлено строительство ветхого жилья. Представители администрации успокоили женщину. Программа не приостановлена. До конца 2018 года Мака Котикова получит квартиру. Однако на этом вопросы у жителей не заканчиваются. Сход только начался, и почти каждый ждет возможности высказаться. Нас интересует, что будет строиться в 2017 году, какая будет работа проводиться по улучшению благосостояния граждан и улучшению самого города. Ну и, конечно, инвестиционный климат, какой будет у нас в городе, что будет делаться для благополучия граждан. Прежде чем жители смогут поднять интересующие темы, им предлагают послушать выступления докладчиков, которые подведут итоги проделанной за 2016 год работы в различных социальных сферах – здравоохранение, культура, образование. Вот и первый вопрос не заставляет себя ждать. 9 школа, 13 6 школа, да. Обычно в декабре месяце школу закрывают, апреле месяце школу закрывают. Послушайте меня, я хочу... Там заявление, я езжу, кому обращаться. Я вас поняла. О закрытии ваших школ пока не идет речи. Но если такой вопрос будет поднят, конечно, вы будете в целом, по поручению главы республики, об этом говорилось, вы будете, конечно, трудоустроены. Следующая немаловажная тема – это преступность в Малгобекском районе. За последний год были зафиксированы десятки случаев незаконного оборота наркотиков и оружия. 2 убийства и 2 посягательства на жизни сотрудников правоохранительных органов. Однако, несмотря на рост преступлений средней тяжести, отмечается снижение тяжких преступлений и по линии экономической направленности. Чтобы снизить показатели, сотрудниками полиции ведется масштабная профилактическая работа. На профучете по городу Малгобек у нас состоит 108 лиц. Если разбить по категориям, осужденных к мерам, не связанных с лишением свободы, 52, на административном надзоре 8, лиц, употребляющих наркотические средства 7, условно осужденных 39. Также состоят на правоучете 7 неблагополучных семей и несовершеннолетних детей 7. В преддверии майских праздников у сотрудников правоохранительных органов особая просьба к жителям не только района, но и всей республики. Есть при возникновении каких-то нестандартных ситуаций, подозрительных лиц, подозрительных предметов, просто чтобы сразу люди обращались, никакие меры не принимали, сразу обращались в территориальный орган, чтобы были приняты вовремя меры. Вопросов, как всегда, много, но в основном жители Малгобекского района обеспокоены проблемами газа, электро- и водоснабжения. В основном все эти жалобы были новые, особенно новые, которые у нас улицы есть, провести там газификацию, провести водопровод. Вот эти вопросы и в докладе своем глава администрации отметил, и думаем, вот эти вопросы в основном будут решаться. Без внимания не остались и вопросы здравоохранения. Кто-то жалуется на тесные условия, а Мака Котикова просто решила сказать спасибо медикам. Я единственное хотела бы вам пожелание, чтобы в этой больнице наша немного расширилась. Из-за чего? Населения много и не хватает палат. И тут мы начинаем обижаться, когда нам говорят, нет мест. Но лечение проводили отлично. Большое спасибо. Сегодняшний сход, считают организаторы, оказался плодотворным. И жители могут отправиться домой с твердой уверенностью, что решение всех озвученных проблем администрация района взяла на личный контроль. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24.